Экстремальный каякинг – это захватывающий динамичный вид спорта, который начинает набирать популярность в республике. Горные реки Абхазии бурные и быстрые, что делает их привлекательными для рафтинга и других видов сплава. И каякинг становится важной частью культуры активного отдыха и туризма на свежем воздухе. Организация таких соревнований способствует развитию туризма и экономики, привлекая как местных, так и международных участников и зрителей. Я занимаюсь каякингом уже больше 10 лет примерно. Абхазия хорошо подходит для проведения соревнований. И если говорить именно про эту локацию, то есть речки Гега, Юбшара, те, которые протекают на территории Рицинского национального парка. Почему? Потому что здесь очень хорошая логистика, качество порогов, есть выбор участков по сложности. Сложные, простые, в зависимости от воды. Много воды сделали попроще, да? Мало воды сделали посложнее. То есть есть выбор. Здесь очень красивая природа. Здесь минимизировано присутствие человека, так скажем. Ну, то есть это все-таки национальный парк, здесь нет магазинов. То есть чистая природа, девственная. Надо сказать, что соревнования «Адреналин Рейс» они проходили раньше. 2 года подряд в Абхазии. В 2010-2011 году. И потом их закрыли по причине того, что сплав по рекам Юбшара и Гега был закрыт. Открыли эти реки только для соревнований. За это большое спасибо парку Рицинскому, что они нас допустили, проявили к нам доверие. Впервые оказавшись в Абхазии в 2018 году, организаторы познакомились с местными компаниями и приступили к работе над развитием водного туризма. Результатом сотрудничества и стало проведение соревнований на реках Гега и Юбшара, которые протекают на территории Рицинского национального парка. Локация стала популярной благодаря красивой природе и разнообразным уровням сложности для спуска. Для руководства Рицинского национального парка проведение таких мероприятий имеет много преимуществ. Это, в свою очередь, привлекает туристов и создает дополнительные возможности для молодых людей, интересующихся экстремальными видами спорта. Безусловно, ребята подошли к организации этого мероприятия максимально серьезно, с соблюдением всех норм, правил, стандартов национального парка. И мы, руководство Рицинского национального парка, администрация нашей организации, прошли к тому, что пробным проектом, то есть таким так называемым пилотным проектом, позволить проведение данного мероприятия. Основными критериями для нас, как для организации, которая принимает у себя на своей территории, это прежде всего соблюдение правил безопасности. Горные реки, специфика рек, тем более в особенности Гегской реки, реки Юбшара, они имеют определенные свои сложности. Здесь пороги как раз таки достаточно сложные. Ну, по безопасности нас, безусловно, уведомили, оповестили, и мы, в свою очередь, тоже по мере возможностей, по мере своих сил, насколько мы могли это организовать, тоже в этом приняли непосредственное участие. В соревнованиях приняли участие 26 человек из России. Мероприятие способствует продвижению спорта среди молодежи Абхазии и может служить стимулом для будущих спортивных достижений и туристического роста. Сария Кварцхеля, Адам Рджения, Абхазское телевидение.